В последние дни с разных ресурсов зазвучали посылы и обращения к башкирам о том, что им не нужна независимость, что им в России хорошо и что русский народ самый близкий и родной для башкир. С чего вдруг такая забота? Если я не ошибаюсь, то раньше тему независимости Башкортостана власти как республики, так и Москвы всегда замалчивали или умышленно игнорировали, тем самым показывая, что эта идея маргинальная и не имеет никакого основания под собой. И тут вдруг неожиданно, несколько дней назад, председатель штаба татар Москвы Рустем Ямалеев обращается к башкирскому народу, где говорит, что башкирам не нужна независимость, что в России хорошо, и мы должны быть благодарны, что живем в такой прекрасной стране. Вчера на сайте Пруфы также вдруг неожиданно вышло интервью еще одного провластного уфимского русского политолога Сергея Лаврентьева, где он начал приводить доводы, почему башкирам хорошо в России. И поэтому, мол, они, башкиры, не должны и никогда не стремились, по его мнению, к независимости. Правда, стремление к независимости он называет сепаратизмом. Я же считаю, что мы ведем национально-освободительную борьбу. Так вот, политолог Лаврентьев почему-то начал приводить совершенно ущербные доводы, что башкирам советская власть дала образование, и даже в довоенное время, замечу, 80 лет назад, башкирский язык изучался в вузах. Видимо, до советской власти, по мнению Лаврентьева, башкиры были неграмотными варварами. Рассказывал он и о том, что, мол, нам тут понастроили предприятия и заводов, нашли нефть и выкачали ее, чем, по-видимому, по мнению Лаврентьева, нас озолотили. Хотя я же вижу вокруг одну нищету и разруху, а также сплошные экологические бедствия. И самое главное, этот идиот открыто говорит о том, что башкиры, которые являются в своей собственной республике государствообразующим и автохтонным народом, могут быть поставлены на место русскими и татарами, если вдруг задумают поднять голову. Какая наглость! Налицо явная попытка стравить между собой башкир и татар со стороны русского. Да и восстаний, говорит он, у башкир было не так много в истории. Я рекомендую этому псевдополитологу набрать в интернете всего лишь 2 слова «башкирские восстания» и почитать тонну литературы, наблюдений современников, книги историков про башкирские восстания, которые длились весь 17, 18, 19 и 20 века. В общем, Сергей Лаврентьев не то что не убедил башкир, но и изрядно рассмешил своей лицемерной тупостью. Следующий, кто решил порассуждать и проанализировать о том, что башкиры это несостоятельный, дикий, разбитый на вечно дерущиеся кланы народ, который не способен создать свое независимое государство, это хабировский ручной пропагандист Рашид Елалов. Он в своей злобной манере попытался вывести аксиому, что башкиры это глупый и никчемный народ, темный народ, который тоже всем обязан России и русским. Говорил он это постоянно запинаясь и сбиваясь, как будто ему во рту постоянно что-то мешало. Находясь долго в политике, я в случайности не верю. И в этот раз я не верю, что все эти посылы к башкирам – сеть случайностей. Все эти обращения Ямалеева, интервью о сепаратизме Лаврентьева и идиотская аналитика от Елалова – звенья одной цепи. Я считаю, что в Москве не на шутку испугались все большего вовлечения башкирских народных масс в идею независимости Башкортостана. Они видят, что идея, которая еще 3 года назад казалась смешной и фантастической, сегодня все больше и больше обретает очертания реальности. О независимости и развале России говорят не только активисты национально-освободительных движений, но также и регионалистических движений, а также российские топовые оппозиционеры. На эту тему проходят форумы и конференции. Европейские парламентарии и Совет Европы включают в свои резолюции пункты о деколонизации России, а также о независимости ее колонизированных народов. И тут же из Москвы были разосланы методички в национальной республике, как себя вести, что говорить и как переубеждать коренные народы, что
что им независимость не нужна. Чекисты уже здесь, на местах, проинструктировали своих сексотов и внештатных сотрудников на подписке, что надо сказать народу про идею независимости и как эту идею очернить. Подключили не только провластных пропагандистов и политологов, но и как бы независимые СМИ, привет пруфам, чтобы они тоже попытались переубедить башкир, что русские кандалы – это лучшие кандалы в мире. Я могу сказать только одно, что наша идея независимости Башкортостана уверенно побеждает все остальные идеологии под названием Российская Федерация, Российская империя или прекрасная Россия будущего. Башкиры, а также татары, чуваши, якуты, чеченцы, буряты, ингуши и другие народы все больше хотят жить отдельно от России и отдельно от русского народа. Чтобы самим строить свои собственные государства, развивать свой язык и культуру, иметь свои вооруженные силы, иметь свои посольства в разных странах мира, иметь свои представительства в ООН, заключать союзы, соглашения и торговать со всеми цивилизованными странами, участвовать под собственным флагом на Олимпийских играх и чемпионате мира по футболу и иметь все остальные атрибуты, которые есть у независимых государств. Для этого нужно только одно – независимость. И мы ее обязательно добьемся.